О самых заметных событиях понедельника, 29 мая, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. В Якутии сегодня стартовала навигация. За сезон планирует перевезти более 1 миллиона коммерческих грузов. В столице республики ведется ремонт 11 участков дорог, идет переустройство канализации и газовых сетей. На пригородных полях Якутска разгар посевной работы. Расскажем историю одного из самых крупных хозяйств города. В республике проходит основной этап ЕГЭ, уже сданы география и химия, на очереди русский язык. Более 30 детей занимаются брейк-дансом в одной из секций Ленска, причем половина группы – девочки. За прошедшие сутки открыто движение для всех видов транспорта по автодороге Колыма на 294-м километре, где ранее было временно закрыто движение в связи с угрозой наводнения сел Этыкюль, Кыи, Чоркёх и Барабул Татинского района. На данном участке для снижения уровня воды было принято решение об устройстве прорана путем разработки дорожного полотна. Также проведены работы по региональной автодороге Харбалах в Татинском районе, где на 48-м километре автодороги на мосту Сарм в связи с повышением уровня воды выше проезжей части мостового перехода был закрыт проезд. По региональной автомобильной дороге Амга в Усмайском районе на ранее закрытых участках на километре 345 автомобильной дороги и на участке к подъезду к селу Петропавловск, также со спадом уровня воды и отсутствием видимых разрушений, разрешен проезд для всех видов транспортных средств. По региональной автомобильной дороге Бетюн в Амгинском районе 20 числа был затоплен мостовой переход через реку Минигири. На сегодняшний день в связи со спадом воды в целях обеспечения безопасности проезда разрешен проезд по мосту для транспортных средств с ограничением общей массы до 10 тонн. В рамках реализации федерального национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в столице республики, по данным на 29 мая, строительно-монтажные работы ведутся на 11 объектах. На участке от улицы Хабарова до улицы Красноярова и на участке от улицы Кулаковского до улицы Дежнева продолжаются строительно-монтажные работы. Совместно с ресурсоснабжающими организациями осуществляется переустройство сетей канализации и газоснабжения. Кроме того, на участке от улицы Дзержинского до улицы Хабарова ведутся монтажные работы сетей связи и линий наружного освещения. На участке от улицы Дзержинского до улицы Октябрьская проводится демонтаж бордюров и тротуаров, фрезерование верхнего слоя проезжей части. Также началось асфальтирование со стороны улицы Дзержинского. Как только русло и среднее течение реки Лены очистилось от льда, в Якутии стартовала навигация 2023. Пароходы, сухогрузы, тягачи и баржи в навигационный период будут доставлять грузы и перевозить пассажирам речным путем по всей республике. Об открытии навигации 2023 расскажет Александр Хавренко. Сегодня в речной порт Якутска пришло первое судно, с которого начинается навигация 2023. Для нашего региона, для нашей республики завоз грузов через речной транспорт, это, конечно, очень важно, потому что есть такие районы, куда по-другому просто невозможно этот груз доставить. Тем более не стоит забывать о северных районах и о северном завозе, который тоже у нас большей частью приходится на навигацию. Первым судном, прибывшим в Якутск, стал пароход «Двина», который доставил в речпорт первый груз. Груз ООО «СК Витимлес», поселок Давыдово. Привели 2 баржи грузоподъемностью 2500. Дошли нормально с помощью боевого экипажа теплохода «Двина». Судоходная обстановка частично отсутствует, но путейцы работают, все делают. В речном порту есть традиция встречать первое судно и первый груз. С этого момента у портовых работников начинается сезон активных работ. Настроенные по-боевому. Люди соскучились за межнавигационный, за зимний период, соскучились до работы. В принципе, порт в своем составе готов принять как и по паспортному, до 1 миллиона тонн. Все зависит от наших доблестных грузовладельцев, перевозчиков в том числе. Техника и люди готовы к активной фазе навигации, за которую планируется перевезти более 1,5 миллиона тонн коммерческих грузов, в том числе 350 тонн нефтепродуктов. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Стало известно расписание движения маршрутов по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Движение паромов начинается с 5 часов утра и заканчивается в полночь.
Первые паромы из Якутска отправляются в 5:30, 6:30 и 7:30 утра. Из Нижнего Бестяха в 5 утра, 6 и 7 утра. Интервал движения паромов варьируется от 40 до 60 минут. На сегодняшний день задействовано 6 паромов. Напомню, в этом году изменились цены на паром для легковых автомобилей. Так, стоимость перевозки легковой машины составила 650 рублей. Автомобиль до 2 тонн – 950, до 2,3 тонн – 1100 и свыше – 1400 рублей. С завтрашнего дня скоростные суда начнут курсировать с речпорта по маршруту Якутск-Нижний Бестях. 30 мая скоростные катера начнут свою работу в речном порту Якутска. Режим работы с 7 утра до 9 вечера, в среднем каждые полчаса. Стоимость проезда – 500 рублей. Перевозку будут осуществлять 23 единицы техники компании «Лена Водсервис». Это катера «Волжанки», «Сильверы» и «Гризли». Все капитаны дипломированные и имеют большой опыт работы. Перевозку пассажиров и грузов вездеходами повышенной проходимости в труднодоступных населенных пунктах запустят в пилотном режиме в республике. В рамках экспериментального проекта Минтранса для Устьянского дорожного участка предприятия Республики Дороги Арктики в апреле 2023 года приобрели вездеход «Бурлак». Вездеход уже показал себя с положительной стороны при работе районных дорожных участков. Работники предприятия на этом вездеходе перемещаются по участкам дорог, по которым невозможно ездить на обычном транспорте. На пригородных полях Якутска самый настоящий разгар посевной работы. Хозяйство Екатерины Катрус – одно из самых крупных. Зерновую культуру, в том числе овес, ячмень и пшеницу, посеяли на 300 гектаров. В эти дни сажают картофель. Этой весной Екатерина Катрус впервые высаживает ранний высокоурожайный сорт. Для этого специально приехали ученые из Центральной России. О хозяйстве якутских фермеров и в чем заключается совершенно новый подход к посадке, расскажет Валерия Наумова. Крестьянское хозяйство «Котрус» – одно из самых крупных и опытных сельскохозяйственных предприятий города Якутска. Изначально площадь хозяйства была всего 10 гектаров. Как и многие, семья решила заниматься картофелем. Получив еще гектары земли, начали экспериментировать – сеять овощи, морковь, свеклу и капусту. По итогу пришли к мнению, что стоит серьезно заниматься зерновыми. Так хозяйство постепенно расширилось. У нас хозяйство вообще организовалось от родителей в 93 году. И я перенял хозяйство в 2005 году и продолжаю дело родителей. Мама тоже занимается до сих пор, но она немного отделилась. Свое КФХ открыла. Посевные поля расположены перед селом Маган. Здесь, на раскинувшихся полях, идет самая настоящая страда – весенние полевые работы. Зерновые посеяли, вчера закончили полностью. Кормовые тоже заканчиваем завтра, сегодня и завтра. Картофель уже посадили 20 гектаров. На этой неделе картофель закончим. У нас 55 гектаров картофеля. В этом году Екатерина Васильевна помимо зерновых культур подготовила к посеву картофель Red Scarlet. И если в прошлом году выращивали просто Red Scarlet Elite, то в этом посадили сорт Super Elite. Вместе с новым сортом изменился еще и способ посадки. Хозяйство поставило опыт, для которого был приглашен профессор и магистрант из Санкт-Петербурга. Ученые установили аппаратуру, которая каждые 3 часа на глубине 90 сантиметров выдает определенную температуру и влажность. Это опыт будет без полива, учитывая то, что картофель будет брать влагу из нижних слоев почвы. Конечно, это очень хорошо, потому что у нас каждый год все равно засушливый. Это очень интересный метод для нас тоже. Вот посмотрим в этом году, если же он покажет себя хорошо, то мы тоже начнем хотя бы на каких-то делянках также садить. Если опыт станет положительным, то с 1 гектара можно будет собрать около 20 тонн картофеля. По сравнению с прошлым годом при обычном посеве с 1 гектара собирали около 10-15 тонн. Валерия Наумова, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Маган. В Якутии за благоустройство территории проголосовало более 61 тысячи человек. Это 81% от общего установленного показателя. В 13 из 21 муниципальном образовании данная задача исполнена на 100%. Жители поселка Нижний Бестях выполнили показатель на 93%. Ленского наслега на 94%, Жатая на 89%, Якутска на 86,5%.
Вместе с тем низкая активность наблюдается в Нерюнгри, Ленске и Мирном. Онлайн-голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, проходит в 21 муниципальном образовании республики. В этом году Якутия представила 50 общественных территорий. Это площади, набережные зоны отдыха, скверы, парки и аллеи. Жители республики могут отдать свой голос до 31 мая. Прямо сейчас глава Якутии Айсен Николаев доложил президенту страны Владимиру Путину о ключевых показателях развития региона, а также сообщил о перспективных проектах развития. Президент поддержал все инициативы, с которыми выступил глава. Потенциал Якутии приходит в равновесие с темпами ее экономического развития. Сегодня республика демонстрирует высокие показатели в экономике. По итогам 2022 года регион занимает 8-е место по темпам промышленного производства и 1-е на Дальнем Востоке. Якутия сегодня формирует 23% совокупного объема ВРП Дальнего Востока. Ну а крепкий экономический фундамент позволяет уделять повышенное внимание социальной сфере. Впервые средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране. Драйверами развития народного хозяйства сегодня являются промышленные предприятия. В промышленности, включая энергетику и водоснабжение, работает 81 тысяча человек. Стартовал прием заявок на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания. Сумма субсидий – 50 миллионов рублей. Всего предусмотрено 10 направлений, а принять участие в конкурсе могут муниципальные образования республики. Напомню, данная субсидия реализуется по инициативе главы региона Айсена Николаева. В такое сложное время выделено 50 миллионов для районов. Я думаю, это даст очень большой рывок для развития патриотического воспитания в целом. И такое, на самом деле, в первый раз в республике, это тоже стоит учитывать. Такая большая сумма была выделена. У нас было 15 миллионов, может быть. И сейчас не на организацию дается, а именно для того, чтобы поддержать специалистов, которые работают именно на местах по молодежи в районах. Вот деньги даются району, а тратится, получается, вот именно для молодежи, специалисты по молодежной политике, управления, там, отделы по молодежной политике. В республике активно продолжается работа по адресной помощи участникам СВО и членам их семей. В числе мер поддержки – оказание материальной помощи на газификацию жилых домов в размере до 150 тысяч рублей. Данной льготой на сегодняшний день воспользовались 26 семей. Напомню, с сентября минувшего года главой республики Айсеном Николаевым подписаны 5 указов, которыми определены 19 государственных мер поддержки для военнослужащих и их семей. В том числе услуги по медицинской и социальной реабилитации и 5 базовых муниципальных мер поддержки. Напомню, что самые востребованные на сегодня из них – это, безусловно, медицинская и социальная реабилитация как самих военнослужащих, так и членов их семей. На сегодня данной мерой воспользовались 155 участников СВО и 147 членов их семей. Напомню, что социальная реабилитация оказывается родителям, супругам, а также несовершеннолетним детям участников специальной военной операции на базе социальных учреждений нашей республики. Нерюнгринской ГРЭС, входящей в состав дальневосточной генерирующей компании, исполнилось 40 лет. История электростанции богатая и разнообразная, неразрывно связана с путем развития и становления Южно-Якутского региона. Подробности далее. В структурном подразделении Нерюнгринская ГРЭС сегодня трудятся более 1200 специалистов, которые обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение населения и предприятий города и близлежащих поселков. А ответственное отношение к делу позволяет не только успешно решать производственные задачи, но и социальные. Начата работа по переводу станции на газ. Поэтому в будущем, скорее всего, будут блоки газифицированы и будем работать на газу. Начато проектирование и в перспективе будет построена котельная в Чульмане, газовая котельная в Чульмане, которая заменит выработавшее свой ресурс оборудование Чульманской ТЭЦ. На протяжении всех лет коллектив Нерюнгринской ГРЭС качественно снабжает своих потребителей энергией. За 40 лет электростанции выработано около 105 миллиардов киловатт в час электроэнергии и более 618 миллионов гигакалорий в час тепловой энергии. За этими показателями стоит титанический труд людей и безмерная любовь и преданность своей профессии. У нас очень много успехов. У нас сейчас идет очень большая реконструкция станции.
Все устаревшее оборудование меняется на новое, заменяется. Плюс у нас начинается строительство 2 новых энергоблоков. То есть увеличение мощности станций. То есть планов и работы громадье на многие-многие года вперед. В честь 40-летнего юбилея были отмечены наградами более 60 сотрудников компании, ветераны и старожилы станции. Среди награждаемых была и семейная трудовая династия Рудых. Общий стаж семьи в энергетике составляет более 230 лет. Вся жизнь этой семьи связана с Южной Якутией. Нерюнгринская ГРЭС для нашей семьи – это продолжение того, что начинали наши деды, бабушки и прадеды. Мы, молодежь нашей династии Рудых, очень с любовью относимся к Нерюнгринской ГРЭС, потому что здесь мы можем приложить свои знания, умения и продолжить то, что в нас заложили наши предки. Желаем энергетикам производственных успехов и новых достижений, стабильной и слаженной работы. Тамара Игнатьева, Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. По всей России продолжается сдача единого государственного экзамена. В Якутии в 2023 году заявили об участии в итоговой аттестации более 8 тысяч человек. Из них около 7,5 тысяч – это выпускники этого года. В этом году по всей Якутии открыто 215 пунктов сдачи экзамена. Уже сданы химия и обществознание, а сегодня прошел экзамен по русскому языку. Подробности у Марии Кардашевской. Самый массовый экзамен, который является обязательным и требуется в большинстве учебных заведений, это экзамен по русскому языку. В этом году в столице подали заявление на участие 2386 человек. Для них организован 21 пункт проведения экзаменов. В пункте номер 800 в Центре глобального образования провели итоговую аттестацию выпускников самой гимназии и выпускников средней школы номер 26. Там дисциплину сдали 187 детей. Длительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. Дети готовы, учителя переживают, родители тоже. Дай бог, чтобы прошло все хорошо. И сегодня созданы все необходимые организационные условия для того, чтобы все, результат, так скажем, дошел до своего конечного итога. За отведенное время выпускники выполнили экзаменационную работу, которая состоит из 2 частей. Первая часть включает в себя 26 заданий, а вторая – 1. Многие ребята готовятся к этому ответственному событию не 1 год. Экзамен прошел, по-моему, довольно-таки хорошо. Я готовился к нему еще с 10 класса, получается. Пришел, но все-таки волновался. И написал я, получается, до конца отсидел. До конца времени. Всего заданий 26 и сочинение 27. Самое сложное мне показалось это 8. Уже до 16 июня каждый выпускник узнает, сколько же баллов он набрал. Для получения аттестата выпускнику необходимо набрать минимум 24 балла, а для поступления в вуз не менее 36. А с этого года можно будет получить и приятный бонус от главы республики – стипендию в 100 тысяч рублей за каждый сданный на 100 баллов экзамен. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутии бесплатным питанием охвачено более 62 тысяч школьников. По данным ежегодного мониторинга по республике, в текущем году горячее питание получает всего 151 156 школьников. Из них бесплатным двухразовым горячим питанием охвачено 62 346 детей. Бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечивают всех учащихся начальных классов с 1 по 4 классы. Также обучающихся с 5 по 11 класс с ограниченными возможностями здоровья и из семей мобилизованных в период военной службы родителя. Школьники из малоимущих семей получают одноразовое питание. 8 укусов клещей зарегистрировали эпидемиологи в Алданском районе. Несмотря на то, что благоприятная погода для пробуждения клещей еще не установилась, они уже начали активный образ жизни. Подробности расскажет Руслан Павлов. Алданский район попал в число эндемичных по клещевому энцефалиту. Такое определение дают территориям массового распространения особей, зараженных опасным вирусом. Еще не успело по-летнему пригреть солнышко, а клещи уже проснулись и начали нападать на людей. В настоящее время уже зафиксировано 8 случаев нападения клеща на человека, 3 в Алдане, 2 в Куранахе, 2 в Хатыстыре и 1 в Тамоте, в том числе на нападение на одного ребенка. По заверению специалистов, иммуноглобулина в медучреждениях достаточно, а вакцина имеется. Дело за населением, которое должно самостоятельно позаботиться о безопасности своего здоровья и привиться от возможной заразы. Однако статистика говорит об обратном.
К сожалению, не очень активно люди вакцинируются. Вакцинируются, как правило, только декретированный контингент, то есть лица, работа которых связана с работой на природе. Но в связи с тем, что мы признаны эндемичными, вакцинация населения должна быть не менее 95%. В течение 3-4 лет мы постараемся реализовать эту задачу. Эпидемиологический анализ показывает ежегодную динамику нападения клещей на человека, а 10% из паукообразных заражены каким-либо вирусом. Поэтому обезопасить себя от необратимых процессов в организме можно лишь при наличии прививки от клещевого энцефалита и немедленно обращаться к врачу, если вас укусил клещ. Руслан Павлов, Александр Лукин, Сергей Шипачев, Алдан. Воспитанник якутской школы по шашкам Александр Ефимов выиграл чемпионат мира IDCD по шашкам 100 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмен выполнил норму грейсмейстера России. В 5-м чемпионате мира принимают участие сильнейшие спортсмены разных категорий инвалидности из 7 стран. По итогам соревнования Александр Ефимов занял 1-е место среди мужчин и 2-е место по быстрым шашкам. Джулиана Андреева 2-е место среди женщин, Саина Юнчанова 1-е место среди юниорок до 24 лет. Чемпионат мира по международным шашкам проходит с 19 по 31 мая в городе Кемер, Турция. В Ленске брейкдансом занимаются не только мальчики, но и девочки. Обучает ребят этому сложному танцу квалифицированный тренер в его группе. Сегодня занимаются более 30 детей. Половина из них, к удивлению, девочки. Подробности у наших ленских коллег. Тренировки по брейк-дансу проходят 3 раза в неделю. До каникул остались считанные дни. Ребята стараются не пропускать занятий. Вот и сегодня группа в полном составе. Половина обучающихся – девочки. И как мы заметили, они не хуже мальчишек крутят гелики, флаи, твисты и другие элементы. Но все же парни усваивают новые танцевальные элементы быстрее. Максим Сласин занимается брейк-дансом 7 лет. Мальчик гордо рассказывает, что умеет делать уже многие элементы. Сальто и фляг с последним, конечно, возникли проблемы. Долго не мог сделать его ровно. Часы тренировок и, наконец-то, успех. Понравилось что-то, типа, здесь много прям друзей можно найти. И интересно изучать всякие элементы, стойки и такие трюки, например, сальто там вот. Ну, в ближайшее время хочу к заднему сальту научиться, заднее сальто. Уже пробовал? Ну да, мне тренер помогает, там поддерживает меня, типа. Обучение брейк-дансу – процесс сложный. Каждый трюк нужно отрабатывать в течение длительного времени. Тут очень важна физическая подготовка и выносливость. Дети крутят часами, а один элемент педагог помогает, подсказывает. Самое начало еще. Мы не профессионалы пока что. И вот учимся чему-то потихоньку. Ну вот гелик, мостик, стойка на руках, хождение на руках, на черепахе, на голове там стоим, сальто крутим. Ну, все вот такое. Пока юные танцоры принимали участие только в районных мероприятиях. Соревнований у ребят еще не было. Но тренер готов заявить некоторых на республиканские и федеральные ступени. Он уверен, что его ученики уже могут превзойти многих. Поэтому подготовка у ребят идет полным ходом. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Ленск. Это были все новости к этому часу. До новых встреч.